سلام سلام كمسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Месяц Рамадан является месяц излечения сердец, является месяц очищения сердец. Аллах, который дал нам шанс еще раз прожить Рамадан, держать пост в этом месяце, совершать благие дела, совершать тахаджуд намаз, таравих намаз. И который сделал Рамадан месяц излечения, месяц очищения сердец. Аллах Субхану ва Тааля говорит: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون. В тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользу никому. Тот день, какой день? Судный день, который ни богатство, ваши богатства, которые собирали в этом мире, да, и не сыновья, которые оставили, за вами, может, что садака дали, за вами, да, дуа прочитали, все сделали за вами, да, аш делали, все делали, да, не приносит пользу никому, но кроме, да, продолжение аята Аллах говорит в следующем аяте: «Илля ман аталлаха бикальбин салим». «Илля ман аталлаха бикальбин салим». Кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с неопорочным сердцем. Кроме тех, которые предстанут перед Аллахом в судный день с чистым сердцем. Сура Шуара, 88 и 89 аят. Значит, Аллах Субхану что говорит? Значит, ваши богатства, которые мы садака дали, закат дали, да, ваши сыновья, которые оставили, и после вас садака дали, да, дуа прочитали, пользы не приносят они вам, если вы сами не пришли ко мне с чистым сердцем. Да, если вы сами не пришли к Господу, да, ко мне, говорит Аллах Субхану ва Тааля, с чистым сердцем. Человек почему совершает грех? Человек почему совершает грех? Причина в чем? Причина в сердце. Потому что причина в сердце. Человек почему оставляет намазы? Почему оставляет пост вместо Рамадана? Почему смотрит на запретное? Почему кушает запретного? Если будет лечить вот этого сердца, которое, да, то, иншаллах, он оставляет свои грехи. Причина, значит, это болезнь сердца. Поэтому в этом аяте Аллах говорит, значит, что пока вы не придете с чистым сердцем, непорочным сердцем, то ваши богатства, ваши сыновья, да, никакой пользы вам не приносят. А если мы, значит, встретим Аллах Субхану ва Тааля с чистым сердцем от всяких грехов, ложь, ненависть, зависть, высокомерие, все, да, это пороки сердца, то, иншаллах, то потом и наши богатства, которые мы тратили, и дуа наши сыновья, и, значит, садака, которые сыновья за нами, да, делают, то, иншаллах, потом приносит нам пользу. Только при этом условии, что мы сами встретили Аллах Субхану ва Тааля
с чистым сердцем. В другом аяте Аллах Субхану Тааля сказал: «Кад афляха ман тазакка ва закара сма раббихи фасалла». Сура А'ля, 14 и 15 аят. «Кад афляха ман тазакка». Преуспел тот, кто очистился от грехов. «Ва закара сма раббихи фасалла». Поминал имя своего Господа и совершал намаз. В этом аяте видно, что с помощью это две вещи, да, с поминанием Аллаха, зикр, напоминание Аллаха, зикр делать, да, и с помощью намаза мы можем что очистить свое сердце от грехов. Так в другом аяте Аллах Субхану сказал: «Инна салата танха анил фахшаи валь мункар». Поистине намаз, который совершаете, да, будет защищать вас от фахш, от запретного и от мункар запретного, фахш нечестия. Намаз будет защищать вас. Таким образом, намаз и поминание Аллаха Субхану Тааля, да, защищает нас от болезни сердца. В хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Воистину в теле человека есть кусочек плоти, если он здоров, то здорово все тело, а если он порочен, то порочен все тело». Поистине это что сказал пророк Мухаммад саллаллаху, студенты? Поистине это сердце. Значит, да, такой пример пророк говорит, что вот у вас есть, да, кусочек плоти в теле, если будет здоровым, значит, и все, значит, что остальные части тела будут здоровыми. Это сердце. Сердце — это духовный орган, который Всевышний сделал местом познания, ощущения и прозрения. Человек осознает и понимает при помощи сердца веру, праведность, радость и веселье, печаль и боль и многое другое. Человек отличает истину от лжи, правильного от ошибочного при помощи сердца. При помощи какой сердца? Какой сердце? Который в аят, который мы читали, да? Который непорочным сердцем. Только при помощи непорочным сердцем мы можем что отличать хорошего от плохого. Только при помощи что непорочное сердце. Для этого надо сначала что очистить сердце от грехов. Сердце подобно, да, ученый сказать, что сердце подобно сосуду. Обладатель сосуда наполненного верой, знанием, наставлением, отличается добрым нравом и праведностью. И наоборот, мы увидим порочного человека, если его сердце поражено сомнениями, алчностью, любовью к мирскому и жестокостью. Из этого следует, что праведность раба зависит от праведности сердца, а его порочность от порочности его сердца. И это указывает достоверный хадис пророка саллаллаху алейхи вассалям, который читали. Это значит, что сердце – это самое почтение, что есть в человеке, и самое дорогое, чем он обладает. Поэтому, если сердце здорово, его обладатель необходимо сохранить его здоровье. А если оно больно, то его необходимо лечить. Как лечить сердце? Каким образом можно лечить сердце? Конечно, искренность в делах, искренность в поклонениях. Все делать ради Аллаха Субхану Тааля. Чтение намаза,
5 намаза, да? Не оставление сунна намаза, чтение дополнительных намазов, таджуд намаза, чтение Корана, давать закат, совершать хадж, размышление на все то, что Аллах Субхану сотворил, на все то, что мы видим. Вот таким образом, что мы можем лечить свое сердце. О признаках здорового сердца рассказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям: тот, кого радует его хороший поступок и печалит его грехи. Значит, у этого человека есть здоровое сердце. Значит, когда ты совершаешь грех, почувствуешь, когда совершаешь грех, да, почувствуешь такой, да, значит, печалишься. Пропустишь намаз, да, у тебя есть печаль, да, то, что я пропустил. Совершаешь какие-либо, да, грехи, начинаешь, да, жалеть, почему я так делал. Вот. И когда совершаешь хорошие дела, будешь радоваться. Вот это показано на то, что у тебя здоровое сердце. Обладатель здорового сердца радуется, когда совершает хороший поступок, и ощущает боль, когда ослушается Аллаха. Когда оставляет намаз, да, фард намаз, или когда пропустит джамаат намаз, или пропустит какой-либо, да, не читает сунна намаз, или слушает гайба, да, или слушает какие-либо грехи, или совершает. Вот если чувствует боль в сердце, то это здоровое сердце. А если не чувствуешь, значит все, да, надо лечить это сердце. И вот дальше болезнь сердца продолжается губить сердце, пока не умертвить его. А когда умрет сердце, то исчезнут и чувства. Ибн Атауллах аль-Искандари, рахимахуллах, сказал: живое и мертвое сердце подобно живому и мертвому телу. Поэтому, что у кого чистое сердце, он чувствует, да, он живое сердце, да, как живое тело. Когда получаем какие-либо, да, значит, в теле, да, получаем какие-либо удары, мы чувствуем же, если, значит, у человека живое сердце, то он чувствует, когда совершает грехи, он этого чувствует. А у кого грязное сердце, не чувствует боль при совершении грехов. Совершать грех, никакой, да, чувства нету. Вставлять намаз, нету, да, чувства нет, что это грех. Да. Начинает говорить ложь, нету чувства. Обманывает, да, нету чувства. Кого-то обманывает, радуется, что я смог обманывать. Это во вред своей, да, себе делал. И обманывая, сам себе обманывает. Опасными болезнями сердца лишается человек понимания и мешающих восполнению знаниям. Является любовь к этому миру и небрежность в понимании Аллаха, любовь к забавам, забвение смерти, скупость, алчность, гордость, самодовольство, злоба и ненависть и зависть. Вот это является болезнью сердца. Надо очистить от таких грехов, как скупость, алчность, гордость, да, самодовольствие, злоба, ненависть, зависть. Находимся вместе в Рамадан, брат не разговаривает с братом несколько, да, дней из-за какой-то мирского. Если в Рамадан вы не смогли очистить свое сердце, да, простите друг друга, когда вы можете простить друг друга? Когда в этом месяце шайтан закованы, да? Только надо бороться со своим нафсом.
Если вы не смогли в этом месяце бороться против нафса, простить друг друга, и когда сможете? Эту болезнь гасят свет сердца и губят его предназначение, ослепляют его прозрение. Всевышний в Коране сказал: слепы не глаза, а слепы сердце. Это про те люди, которые у них грязное сердце. Значит, глаза не слепы, глаза видят, да, то, что у них что слепы сердце, не принимает истину. И последний хотел говорить, как же освободить сердцу от болезни и достичь его здоровья, да, и целомудрия. Каким образом мы можем что? Очистить сердце. Путь этого заключается в любви к Аллаху и поклонении. Ученые сказали, первый путь это что? Заключается в любви к Аллаху и поклонению. Значит, надо любить то, что Аллах Субхану любит. Ненавидеть то, что Аллах Субхану ненавидит. Значит, делать то, что Аллах Субхану любит, да, любит, и оставлять то, что Аллах Субхану запрещает. И борьба с плотью и очищение сердца. Дальше ученые сказали, второе, да, то, что можно очистить сердце, это чтение Корана. Чтение Корана снимает с сердца ржавчину забвения, поскольку приведено в почтенном хадисе, в котором пророк Мухаммад сказал, воистину сердце эти ржавеют, как ржавеет железо, когда его касается вода. Представляете, какой, да, пример? Вот как железо попадет в вода, начинает ржаветь, таким образом пророк Мухаммад сказал, что сердце тоже таким образом, что ржавеет. Почему? Потому что он далеко от слушания Корана, да? Далеко от ваазов, только занимается работой, это мир, все мирской, да? Он приходит на пятничный намаз, чтобы слушать вааз. Только думает о мирское. Вот сердце такого человека, пророк Мухаммад сказал, что ржавеет. И дальше спросили пророка сподвижника, да, в чем его очищение? Сподвижники спрашивают, как очистить вот это сердце, каким образом, как можно. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, в поминании Аллаха и чтении Корана. В этом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит два вещи, которые можно что? Очистить сердце. Это поминание Аллаха субхану ва тааля, это больше зикр делать, да, и чтение Корана, больше читать Коран. Тем более в этом месяце Рамадана, да. Дальше ученые сказали, это значит закат, давать закат, то есть что можно очистить сердце. Сердце же не хочет давать, да, имущество другим. Ты даешь, да, ради Аллаха, потому что это приказ Аллаха субхану ва тааля. Да, становишься щедрым, увидишь бедняков, которые используют твой закат, да, начинаешь спокойствие, да, успокаивает твое сердце. Следующий ученый сказал пост, который учит нас терпение. Да, сказали следующее, это правдивость избавляет сердце от лжи. Человек, который всегда лжет, да, это тоже вот разживет его сердце. А когда он оставляет ложь, оставляет обман, да, говорит только правду, то, иншаллах, тоже что может очистить свое сердце. Следующее, доверие избавляет от вероломства. И ученые тоже сказали, еще есть 4 канала, которые вводят информацию в нашем сердце. Да, очень внимательно слушаем, это очень, да, важно. Есть 4 канала, которые вводят информацию в нашем сердце, и мы должны что? Контролировать вот это 4 канала, чтобы в нашем сердце не попал запретные вещи. Ученые сказали, первое это зрение. Мы должны что? Контролировать зрение, не смотреть хараму. Если смотрим харам, да,
молодежи особенно, да, слушайте. Если смотрите запретные фильмы, то что Аллах Субхану запретил, запретные картинки, знайте, что уже грязь попадет в ваше сердце. Надо что? Сохранить глаза. Смотри то, что Аллах Субхану разрешил, и что не смотри то, что Аллах Субхану запретил. Второе – это слух. Надо защищать слух. Надо слушать то, что Аллах Субхану разрешал. А что оставлять то, что Аллах Субхану запретил. Особенно, да, тоже молодежь музыку оставляет, это харам. Это ржавеет ваше сердце, когда вы слушаете музыку, да? И потом, значит, после аср намаза читать здесь Коран, у вас нет терпения слушать, да, Коран. Почему? Потому что вы постоянно слушаете музыку. У вас нет терпения, что слушать Коран. Еле-еле задержим, да, вас, чтобы прослушать Коран. Это все по причине, значит, вот слух. Вы не защищали свой слух от запретного. Следующий язык. Надо сохранить язык от плохого, от запретного. Да? Когда устазы есть или нету. Иногда бывает, устазы есть, все говорит хорошо, а когда нету, вы начинаете ругать друг друга. Надо что? Следовать свой язык, говорить благое или молчать. Как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Тоже таким образом вы можете сохранить свое сердце. И четвертое – это мысль. То есть, что надо всегда думать хорошо. Плохо не думайте о других. Без причин, да? Без доказательств. Таким образом, ученые сказали, да, значит, вот эти 4 канала, которые вводят информацию в наше сердце, надо их хранить. Это зрение, да, надо видеть то, что Аллах Субхану разрешил, и не смотреть на то, что Аллах Субхану запретил. Второе, сохранение, контроль, слух, слушать то, что Аллах Субхану разрешил, и оставлять то, что Аллах Субхану запретил. Следующий, язык, говорить то, что Аллах Субхану разрешил, и оставлять то, что Аллах Субхану запретил, и мысли. Думать хорошо. Да? Думать хорошо об Аллахе Субхану Тааля. Если в жизни у вас что-то не дается, да, плохо не думайте об Аллахе Субхану Тааля. Значит, если Аллах Субхану Тааля не дал вам богатство, да, не дал вам сыновья, то это для вас благо. Потому что сейчас есть много людей, да, которые говорят: о, если бы не родился, вот это мой сын. Такие люди есть, которые опозорили свои, да, родители. Поэтому, если Аллах Субхану Тааля не дал вам что-то в этом мире, то плохо не думайте об Аллахе Субхану Тааля. И это место для вас благо. Значит, вы в конце что хотели сказать? Состояние сердца изменяется, и мусульманин следит за этим. Да? Значит, очистить свое сердце всегда. И каким образом мы до этого сказали? Каким образом можно очистить сердце? وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم طهر قلوبنا يا الله اللهم طهر قلوبنا يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم.